В вашей статье про биографию имама Абу Ханифы не упоминается имя Матуриди. Объясните мне насчет Матуриди. Заранее спасибо. На этот вопрос мы уже неоднократно отвечали и отвечали. Нам говорят, вы, ханафиты, придерживаетесь мазхаба Абу Ханифы в шариате о вопросах вероубеждения имама Аль-Матуриди. Астагфируллах. Почему бы вам и в вопросе акиды не следовать за одним имамом Абу Ханифой? Мы отвечаем им, вы сами призываете нас отказаться от следования мазхабу. Так почему же вы нам навязываете следовать мазхабу Абу Ханифы? Ты ведь сам из того джамаата, который не признает мазхабы. А когда я следую мазхабу, почему же ты еще больше призываешь меня держаться мазхаба? Почему ты предлагаешь мне то, что ты сам считаешь необоснованным? Правильно ведь? Ты сам говоришь, что нельзя следовать мазхабу. А я говорю, что нужен мазхаб. То есть почему ты призываешь меня к тому, что ты сам считаешь неправильным? Во-первых, у тебя нет права задавать мне такой вопрос. Это первый ответ. Второй ответ. В акидах имама Абу Ханифы и Матуриди нет ни малейшей разницы. У них обоих одна и та же акида. Их акида такая же, какая была у Абу Бакра ас-Сиддика, Умара, Уthмана и других сахабов. Такая же акида, какая была у нашего пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Вот в этом состоит истина. Все дело в том, что учение Абу Ханифы относительно исламского шариата и акиды, которая полностью соответствовала акиде нашего пророка, алейхиссаляту вассалям, и его праведных сподвижников, позднее собрал и упорядочил эти книги в научные труды имам Аль-Худа Абу Мансур Аль-Матуридий. По этой причине акиду Абу Ханифы, которая основывалась на пророческом, саллаллаху алейхи вассалям, манхаджа и единобожии, мы называем акидой имама Аль-Матуридий. Вы отрицаете мазхаб имама Аль-Матуридий, тогда почему же вы не отрицаете мазхаб Абу Ханифы? Наоборот, он собрал все, на чем основывалось вероубеждение пророка, саллаллаху алейхи вассалям, его сподвижников, и донес до нас, разъясняя нам. Так же, как Абу Ханифа нам разъяснил науку шариата, так и имам Аль-Матуриди разъяснил для нас науку относительно единобожия. Оба этих имама единогласны в вопросах фикха и акиды. Разница лишь в том, что имам Аль-Матуриди родился на много лет позже Абу Ханифы. Вот поэтому в вопросах акиды мы в мазхабе Матуриди, а в вопросах фикха мы следуем мазхабу имама Абу Ханифы. И это не вызывает никаких сомнений в том, что мы мусульмане. Это нужно понимать. Правильно, мы не упомянули имама Аль-Матуриди в биографии Абу Ханифы. Мы также можем сказать, что наша акида не Матуриди, а Абу Ханифы. А еще можем не называть этих имен, а просто назвать одним словом акида. Просто из-за того, что в последнее время появились разные исламские джамааты, и мы для развлечения обязаны называть конкретные имена. Возьмем, к примеру, мечеть Каси. Если мы назовем ее просто мечетью и пригласим туда людей, говоря, приходите в мечеть. Один, например, поедет в мечеть Молда Сабыра, а один поедет в мечеть в 12-м микрорайоне. Потом, если я в какую-нибудь другую мечеть поеду, потом как найдем друг друга? А почему мы назвали ее именно мечетью Каси? Просто потому, что она находится на территории университета Каси. А разве до появления Каси не было мечетей? Мечети и раньше были. Вещи остаются вещами, меняются только названия. Обращаюсь к вам, мои братья и сестры, мусульмане. Не задавайте мне такие глупые вопросы и не морочьте себе голову. У нас правильная акида, и мы будем в раю, иншаллах. Наша акида – это акида пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Не беспокойтесь, акида Ахлю Сунна валь Джамаа – это и акида имама Аль-Матуриди. А все, кто обвиняет нас в ошибочности нашей акиды, иншаллах, ответят за свои слова в судный день. Наша акида – Аш'ари и Матуриди – это две акиды, которые изначально пришли к нам. А ты только вчера появился и уже говоришь нам то, чего сам не знаешь. Таких, как ты, полно. Ты являешься испытанием для нас. Ты для нас проклятие. Аллах испытывает нас с тобой. Кого-то Он испытывает красивыми женщинами, кого-то деньгами, а нас Он испытывает вот такими, как ты. Мы все равно не пойдем твоим путем. Если хочешь прийти к нам, истина у нас. Приди, послушай. Вместо того, чтобы прятаться где-то и писать всякие гадости про нас, стань таким же мусульманином, как мы, и открой свое сердце. Ты тот, который вчера сам был без знания, а сегодня пришел к нам и учишь нас правильной акиде. Не то что тебе, даже твоим шейхам, которые учат тебя своему мазхабу, ученые дали мнение, что они ошибочны.
Но мы не называем твоих учителей заблудшими, как это делаешь ты по отношению к нам. Мы только говорим, что в этом вопросе они ошиблись. Даже в своих книгах мы указываем их слова. Но это время пройдет, и ты исчезнешь, и твое мнение тоже исчезнет. Но наша акида останется. Такие невежды, как ты, были и будут испытанием для нас. Во времена имама Ахмад ибн Ханбаля, одного из 4 великих имамов исламского законодательства, широко стоял вопрос, является ли Коран сотворенным или нет. Все люди боялись того, что произойдет с ними. В то время у власти стояли люди, которые имели ошибочное мнение о том, что Коран является сотворенным, и правитель государства принуждал все население также принимать это мнение, а тех, кто сопротивлялся, того казнили. Исламские ученые и богословы опасались того, что это ошибочное мнение может остаться в умах следующих поколений. Но истина, как говорится, протирается, но не исчезнет. А сейчас нет никого из тех, кто бы говорил, что Коран сотворен. Несмотря на то, что на этом мнении много лет держались целые государства, как-то однажды к правителю позвали 5 самых великих исламских ученых того времени, среди которых был и имам Ахмад. И когда они прибыли, у них спросили, является ли Коран сотворенным. Первый ученый проявил хитрость. Он сказал: Евангелие, Псалтырь, Тора и Коран. А затем, подняв руки, сказал: вот это сотворенное, и перечислил на пальцах, таким образом указывая на свои пальцы. Тогда правитель, ничего не подозревая, обрадовался и сказал: «Маша Аллах, ты исправил свою акиду, ступай». Когда позвали второго ученого, тот противился, что у него заболел живот, и попросил отпустить его справить нужду. Когда ему разрешили сходить в уборную, он сбежал и не вернулся. Третий же ученый, повторяя в сердце шагаду, зашел к правителю, ответил, что да, Коран является сотворенным, так как в случае обратного ответа ему грозила казнь. Ведь в тех ситуациях, когда жизни мусульманина угрожает смерть, он вправе солгать с намерением сохранить свою жизнь, не признавая сердцем то, что сказал его язык. Но имам Ахмад, который тоже находился среди тех ученых, не стал проявлять хитрость. Он был готов к тому, чтобы его казнили, но сказал правду. Он ответил: «Нет, о мой правитель, Коран не является сотворенным». Представьте только себе, правитель, который правил почти всем миром, заблуждался в своем вероубеждении. Так что же нам теперь следует идти по стопам всех, кто побогаче? Или у кого есть власть? Или у кого выходит нефть из-под земли? Все в этом мире имеет конец. Нефть, богатство, деньги, власть. Все это когда-нибудь исчезнет, так же, как исчезнет наша жизнь. Они говорят: почему это он поучился там-то, и теперь так говорит? Вот поэтому, братья и сестры, именно мы находимся на истинном пути. Мы и есть Ахлю Сунна валь Джамаа, никто иной. Как бы они себя ни называли. Например, урюк, чтобы стать урюком, должен давать плоды урюка, а если тополь станет себе и напишет «я урюк», так он не станет урюком. Ты говоришь: Ахлю Сунна — это мы, Ахлю Сунна — это мы. Для того, чтобы быть Ахлю Сунной, ты должен быть похожим на Ахлю Сунна. Вот тогда станешь Ахлю Сунной. Ты делаешь ученым Ахлю Сунны такфир и утверждаешь, что ты Ахлю Сунна. Ты останешься тополем. А для того, чтобы быть урюком, нужно расти в Баткене. Там он должен созреть, и потом он считается урюком. А если тополь везде, где можно, напишет и будет рекламировать, что он урюк, люди посмотрят и скажут: это же тополь. Никак не пойму я этих людей. Они говорят про нас, что мы суфии, что мы заблудшие. Если, встав около дерева поспевшего урюка, и будешь указывать, что это тополь, это тополь, это тополь, люди, улыбаясь, будут говорить: что он говорит, ведь это урюк же растет.